Казахстане создадут внутреннюю систему для конкурирования с популярными во всем мире мессенджерами WhatsApp и Telegram. Журналисты обратились к вице-министру с вопросом о том, работают ли в профильном ведомстве над созданием закрытой интернет-системы по аналогии с китайским WeChat. Аспанов отметил, что государство разработкой такой системы не занимается, однако есть частные компании, заинтересованные в работе над подобными проектами. Государство не будет создавать свой собственный WeChat, но я встречался с несколькими компаниями, которые работают над созданием внутренней системы, чтобы побороться с WhatsApp и Telegram. Мы можем сказать, что это появится, но это будет полностью частный игрок, сказал вице-министр. Аблайхан Аспанов подчеркнул, что финансирование этого проекта происходит не за счет государства. Китайский WeChat был разработан китайскими специалистами в 2011 году. Это мобильная коммуникационная система для передачи текстовых и голосовых сообщений внутри страны. Провайдеры сотовой связи начали рассылку СМС со следующим содержанием. Уважаемый абонент, в соответствии с законом о связи, статья 26, для доступа к интернету вам необходимо установить сертификат безопасности. Просим вас произвести установку на каждое абонентское устройство, имеющее выход в интернет, смартфон, планшет, ноутбук и так далее. Отсутствие сертификата безопасности на устройстве приведет к проблемам с доступом к отдельным интернет-ресурсам. Некоторые провайдеры уже создали страницы с инструкциями, как установить данный сертификат. Вспоминается неудавшаяся попытка сделать подобное в конце 2015 – начале 2016 года. Тогда, после волны возмущений со стороны пользователей, страницу с данным объявлением быстро убрали, но, видимо, решили вновь попробовать. Все это прикрывается якобы заботой о пользователях в связи с участившимися случаями хищения персональных и учетных данных, также денежных средств с банковских счетов казахстанцев. Был внедрен сертификат безопасности, который станет эффективным инструментом защиты информационного пространства страны от хакеров, интернет-мошенников и иных видов киберугроз. Внедрение сертификата безопасности поможет в области защиты информационных систем и данных, а также выявлении хакерских кибератак интернет-мошенников на системы информационного пространства страны. Частный, в том числе банковский сектор, до того, как они смогут нанести ущерб. С одной стороны, как бы вежливо просят, а с другой угрожают. Отсутствие сертификата безопасности на устройстве приведет к проблемам с доступом к отдельным интернет-ресурсам. А по факту установка данного сертификата, наоборот, является открытием дыры для прослушивания и дешифровки любых пользовательских данных, включая конфиденциальную информацию государством и неизвестными третьими лицами. Все это напоминает попытку построить свой великий китайский фаервол или перейти в режим Северной Кореи. Как будет контролироваться доступ к перехваченным у граждан данным и будут ли пересекаться попытки персонала использовать их в личных интересах? На эти вопросы никто ответа не дает. Таким образом, открыто нарушаются права и свободы граждан, что является уголовным преступлением и нарушением Конституции Республики Казахстан.